Прывітанне, з вами Ганна Соусе, канал Свабода Прэміум. І сёння наш госць, распрацоўнік праекту «Голас», адзін з лідараў ІПАМ Павал Лібер. Мы пагаворым пра тое, як ідзе галасаванне на «Голасе» за мірныя перамовы, прапанаваныя Святланай Ціханаўскай, чаго насамрэч баяцца ўлады, і пра беларускую мову на платформе «Голас». Павал, добрый дзень. Добрый день. Тое, як ідзе галасаванне на «Голасе», вас здзівіла, уразіла, расчаравала, ачаравала, ці ўсё ў адпаведнасці з тым, як вы чакалі, на якія лічбы разлічвалі, якія атрымалі на гэты перыяд? На самом деле нас приятно удивила та скорость, с которой люди начали голосовать. Первый день это вообще была очень высокая пиковая нагрузка, мы ее не ожидали. И у нас даже чат-бот отвечал с задержкой, и люди жаловались, что им чат-бот долго не отвечает, просто потому что у нас было ощущение, что там сотни тысяч белорусов пошли голосовать единомоментно, и, похоже, так и оказалось. На текущий момент у нас там, по-моему, больше 670 тысяч голосов проголосовало всего, и это очень хорошая динамика, потому что, по сути, прошло там 4 суток с половиной. И когда-то, когда «Голос» только родился в конце июля, нам понадобилось почти 3 недели, чтобы собрать первый 1 миллион пользователей. Сейчас мы видим, что у нас есть 670 тысяч уже через 4 дня на 5-й день. Поэтому динамика... Я только что открыла 654, 479. Про концы нашей размовы поглядим, як этой лижи повялішиваются. Да. И на самом деле это очень, очень хорошие показатели, потому что мы же понимаем, что это сотни тысяч человек. Это огромное количество. И в современной Беларуси, где последние 6 месяцев режим всячески запугивал людей, убеждал их, что их мало, убеждал, что змагаров почти не осталось, как там они говорили, 200 человек на весь Минск осталось и так далее и тому подобное. Вот так увидеть всего за несколько дней, что у нас по-прежнему активно сотни тысяч людей требуют перемен, мне кажется, вот этот эффект, он вообще очень сильный в этом голосовании, и, возможно, он самый сильный, самый ценный из того, что вот произошло именно на коротком промежутке времени. Я гляжу, у моих социальных сетках кожны другі допіс, это люди рассказывают, як яны прагаласавалі і тлумачаць, чаму трэба прагаласаваць іншым. І пачаўся такі своеасаблівы флешмоб. Хто што зробіць, калі 3 мільёны, напрыклад, людзей прагаласуе. Што вы самі зробіце, калі 3 мільёны з'явіцца? Я старательно отращиваю волосы, чтобы подхватить флешмоб, начатый Павлом Свердловым. И мы решили, что мы не остановим голосование, пока Свердлов не лишится волос. Но на самом деле это шутка, это очень явно показывает, что люди очень поддерживают голосование, адвокатируют, привлекают своих родных, близких. И когда нам иногда задают вопрос, а как вы докажете, что это все не накрутки, мы просто говорим, сходите в свой местный чат и посмотрите, какое количество людей там пошло голосовать. Если вы не считаете их всех накрученными ботами, то вот это и есть та аудитория, которая голосует сегодня на «Голосе». Алена Левченко, знакомитая баскетболистка, казала не так давно ў інтэрв'ю «Свабодзе», дайце нам 1 дзень без рэпрэсій, і вы пабачыце, колькі людзей на вуліцах Менску будзе, так? Гэта будзе больш, чым 500 000 чалавек. Гэтае галасаванне на «Голасе» паказвае сапраўды, што гэта вельмі высокія лічбы. Давайте пагаворым пра тое, як улады рэагавалі на галасаванне за мірныя перамены. Я маю на ўвазе праблемы з інтэрнэтам на наступны дзень, як пайшло галасаванне. А як вы лічыце, ці можна супрацьставіць інтэлекту, кампетэнцыям свабодных людзей такую дубінку, прымітыўнае блакаванне? Ці ёсць таленавітыя айцішнікі на службе ў рэжыму, якія могуць такім же разумным спосабам, як ваша каманда дзейнічаць? Ці там збольшага просто вітрыны умеюць біць і справу фабрыкаваць? На самом деле мы уверены, что там есть талантливые люди, их, скорее всего, очень мало, потому что практика показывает, что все-таки IT в Беларуси, оно большей частью частное и находится в частных компаниях. Именно поэтому мы думаем, что там не очень много людей, способных противодействовать современным IT-технологиям. Режим пытается разорваться. С одной стороны, они пытаются нас обесценить и рассказать, что это все фейки, это все боты, это все неживые люди, не обращайте на это внимания. И тут же, с другой стороны, они отдают нам всю возможную легитимность, пытаясь нас заблокировать, пытаясь выключить интернет, пытаясь отключить сервисы коротких ссылок Телеграма для того, чтобы люди не пересылали друг другу сообщения о
голосование. Ну, то есть они как бы сами подтверждают, что они этого боятся и всячески пытаются это заблокировать. Тут очень интересно, что на самом деле все эти блокировки сегодня нас не очень пугают, потому что власти пытаются заблокировать сайт голоса, на котором, по сути, не происходит голосование. Голосование происходит в чат-ботах. И что режим пытается сделать? Это режим пытается сделать так, чтобы люди до этих чат-ботов не дошли. Ну, потому что там их контроль полностью заканчивается. И очень интересно, что помимо технологических препятствий, и они используют достаточно активно административное давление, потому что в нашей обратной связи очень много сообщений о том, что людям на заводах и предприятиях прямым текстом говорят: не смейте голосовать, мы соберем ваши телефоны, мы проверим и прочее, прочее. Ну, то есть это просто поразительно, при том, что это же как бы там голосование в интернете, причем с очень спокойной формулировкой за мирный выход из кризиса. Мне кажется, это то, за что вообще должны проголосовать всей страной в полном составе в идеале. Но мы видим, что нам пытаются чинить препятствия. Пока что это не имеет большого эффекта, потому что счетчик наш продолжает расти, люди продолжают вовлекаться. Ну, единственное, что мы больше коммуникации сейчас будем переносить в мессенджеры, потому что не все умеют пользоваться VPN, поэтому многим людям неудобно, что там нет сайта. Поэтому мы сейчас будем ту аудиторию, которая у нас есть сейчас, вот эти более 650 тысяч, вовлекать в то, чтобы они распространяли информацию о голосовании дальше и призывали людей не бояться, потому что огромное количество людей по-прежнему боится. Вот вы якраз патлумачце тым, хто можа яшчэ не прагаласаваў, хто баіцца, што гэта чаму гэта сапраўды бяспечна, чаму это канфідэнцыйна, хаця беларусы сваімі 100-тысячнымі маршамі паказалі, што яны і не баяцца, але тым не менш у цяперашніх умовах гэта пытанне для многіх істотнае. Да, совершенно верно. И очень важно понимать, что, во-первых, за всю историю нашей платформы, то есть начиная с выборов в августе, то есть когда мы доказали фальсификацию, это уже больше 8 месяцев, никогда никакие данные из платформы никуда не утекали, ни один человек не был рассекречен. При этом мы не собираем персональные данные, мы собираем только номера телефона, которые хэшируются и попадают в базу, и даже если кто-то может получить прямой доступ к нашей базе данных, он не увидит там никаких номеров телефона. Люди, которые боятся, что у них потребуют показать телефон и проверить, не голосовали ли они, во-первых, человек может просто удалить сообщение от чат-бота после голосования и показать совершенно пустой телефон. Ну, либо на крайний случай человек может удалить самого чат-бота, чтобы у него вообще ничего не было установлено. После голосования это можно сделать, голос все равно будет учтен. Поэтому мы призываем не бояться, мы понимаем, что 6 месяцев наш режим тратил на то, чтобы людей запугать, чтобы убедить их, что любое действие в интернете может превратиться в совершенно реальный стук в двери, как раз-таки выламывание дверей дубинками. Но вот как раз в этом случае у нас никогда не было таких прецедентов, и мы призываем людей не волноваться, высказывать свое гражданское мнение. Причем очень важно, вы можете высказывать абсолютно любое свое мнение, вы можете быть согласны или не согласны. Мы уважаем любую гражданскую позицию, ради этого и затевалось все это голосование, чтобы получить объективный срез, какое количество людей поддерживает, какое количество людей не поддерживает мирный выход из кризиса через переговоры. Ну і паўстае пытанне, зараз я неаднойчы бачыла яго абмеркаванне ў сацыяльных сетках пра беларускую мову. Вы уже на яго адказвалі, але скажыце, калі ласка, калі яна там з'явіцца? Да, я думаю, что в течение буквально ближайших нескольких дней появится. Дело в том, что само это голосование у нас выпускалось в достаточно сжатые сроки, и на нашем сайте есть белорусский язык, и, к сожалению, мы не успели добавить на страничку с голосованием его, но к нам пришли волонтеры, которые там постучались и предложили свою помощь в переводах, поэтому сейчас мы с ними работаем и, соответственно, скоро выпустим. Я хацела яшчэ запытацца пра бяспеку тых, хто працуе над платформай «Голас». Калісьці вы расказвалі, што гэта каля 40 чалавек, многія часова знаходзяцца за мяжой, некаторыя жывуць там. Ну, гэта больш бяспечна для праекту, і збольшага гэта супрацоўнікі IT-кампаній, як і вельмі магутных, якія ў ЗША знаходзяцца, так і беларускіх стартапаў. Раскажыце, ці каманда ваша ў бяспецы? Ці ёсць людзей пацярпелыя ад рэпрэсій? Можа, у атачэнні людзей, якія працуюць над гэтым праектам?
Ну, сегодня наша компания, которая, по сути, команда, которая работает над проектом, она в безопасности, большинство людей по-прежнему за границей. Она уже гораздо меньше, понятно, потому что, по сути, мы самый сложный пик, вот это выборы в августе мы прошли, и сейчас на опросах нам нужно гораздо меньшее количество людей, но при этом огромное количество людей остаются в команде с августа, они все волонтеры, то есть они все делают это в свое свободное время, практически у всех есть основное место работы, и таким образом проект продолжает жить и развиваться, и все еще, как видите, очень активно привлекать сотни тысяч людей, и мы очень надеемся дойти до миллиона, потому что когда-то «Голос» сумел дойти до миллиона за 3 недели перед выборами, и мне кажется, что это очень важно, потому что та динамика, которую мы видим сейчас, она показывает, что вот все это протестное настроение, желание перемен, оно никуда не делось. Люди по-прежнему имеют высокий запрос на то, чтобы увидеть, что их много. И сегодня вот это голосование им дает на это ответ. А ці гэта унікальны досвед, ці недзе ў свеце такая форма масавых апытанняў, масавыя спосабы пабачыць сапраўды, што нас шмат ва ўмовах рэпрэсій, ці недзе это выкарыстоўвалася, ці это абсалютна беларускае такое? Ну, на самом деле в том или ином виде цифровые инструменты использовались и в том же Гонконге для того, чтобы показать протестующим, что их много, но не в таких масштабах. На самом деле это очень интересный опыт, и, ну, потому что когда сотни тысяч людей включаются в какую-то инициативу всего за несколько дней, то есть это поражает всех, это поражает международное сообщество, то есть очень быстро была получена реакция международного сообщества, которые были просто поражены тем, как активно белорусы продолжают требовать перемен, рассказывают, что у них есть проблемы. И так, ну, то есть пока что по отзывам мы видим, что наш опыт здесь практически уникальный, хотя сама концепция в том или ином виде, она там использовалась и раньше. Які вы бачыце патэнцыял гэтай платформы вот, ну, на бліжэйшыя месяцы і на будучыню ў новай Беларусі? В будущей Беларуси «Голос» мог бы стать вот этой компонентой цифровизации для референдумов, для цифровых выборов. Он не может полностью заменить, безусловно, весь процесс, потому что есть огромное количество людей, у которых нет смартфонов, или огромное количество людей, которые все еще не пользуются так активно цифровыми технологиями. Но при этом есть и огромная часть общества, которая сегодня хочет совершать какие-то действия через телефон, а не ходить куда-то. Ну, то есть мы упрощаем сегодня действия, мы цифровизируем все эти процессы, и «Голос» наверняка мог бы сыграть большую роль в этом, потому что «Голос» уже показал миллионам белорусов, что все можно делать через свой телефон. И вот, наверное, это очень важно, потому что многие наверняка об этом даже не подозревали. А в ближайшее время мы все равно будем работать с белорусским обществом, у нас достаточно большая аудитория, то есть вы видите, что это сотни тысяч человек, мы будем их информировать, мы будем их вовлекать и таким образом будем с ними общаться. У меня пытанне яшчэ пра назву, вельмі метафарычная назва, голас, чаго пазбаўленыя шмат гадоў многія беларусы. Яны хочуць рознымі спосабамі выказаць свой голас, аддаць свой голас. Як эта назва з'явілася? Хто прапанаваў яе? Ну, якія былі варыянты? На самом деле «Голос» как название появился просто в результате брейншторма всей команды. Я даже не помню уже, кто его предложил, но как-то это название все подхватили, и вот оно прижилось, и таким образом мы решили, что оно действительно очень метафорично, потому что оно показывает, что с одной стороны один голос – это как бы уже тоже значимая вещь, а с другой стороны, что у каждого человека должен быть голос, который он должен иметь возможность как бы высказать, показать, чтобы его услышали. И вот это то, по сути, что наша платформа и дает белорусам. Дзякуй вялікі. Гэта быў Павал Лібер, распрацоўнік платформы «Голос», якая дае кожнаму беларусу зрабіць, каб яго голас быў пачуты. Усяго вам найлепшага. Да, спасибо. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.